Ильич Николаев. Ыдыктабыллах ил түмен депутаттара, күнді сақамсырын олықтоқтыры. Уважаемые народные депутаты, дорогие сограждане, представляя вам свои ежегодные послания, я каждый раз чувствую гордость за республику, за якутян, за наши достижения и успехи. Но год назад, когда в этом зале я ставил задачи на наступающий 2020 год, никто не мог представить, с какими угрозами весь мир и мы столкнемся уже в январе 2020 года. Пандемия ковида коренным образом изменила привычный ход жизни на планете. Впервые в современной истории мир ощутил угрозу, независимую от воли человека, глобальную, превосходящую по масштабам самые большие природные катаклизмы. Опасная инфекция атаковала человечество. На сегодняшний день унесла с собой жизни 1 736 580 человек на нашей планете, в их числе 367 жителей республики. Я прошу почтить минутой молчания память наших земляков, ушедших из жизни от коварной болезни. Прошу садиться, спасибо. Мы выражаем глубокое сочувствие семьям, которые постигла эта беда. Сегодня всем нам, как никогда, важно заботиться о близких и сохранять стойкость. Уважаемые коллеги, возвращаясь к началу этого года, мы задаемся вопросом, были ли мы все готовы к атаке коронавируса? Честно скажу, что нет. За многие десятилетия жизни без массовых эпидемий не была готова к отражению новой инфекции система здравоохранения, к катастрофическому падению рынков, к мировому локдауну не была готова экономика. И, конечно, к изоляции и жестким ограничениям, к отказу от обычной жизни не были готовы мы все вместе. Но это не оставляло нам другого выбора, как незамедлительная перестройка жизнедеятельности республики для защиты здоровья людей. В кратчайшие сроки было мобилизовано здравоохранение, организованы инфекционные отделения, больницы оснащены необходимым оборудованием, закуплены лекарства и средства защиты. Хочу отметить, что выстроенная в рамках модернизации структура здравоохранения доказала свою эффективность в борьбе с коронавирусом. Нам удалось в считанные дни развернуть систему инфекционных стационаров в районах и в столице. Коечный фонд для лечения больных ковидом увеличился с 435 до 3071. Расстановка медицинских кадров позволила обеспечить больницы квалифицированными врачами, средним и младшим медперсоналом для борьбы с пандемией. Совместно с Роспотребнадзором мы развернули широкое тестирование по коронавирусу, начав в марте с 300 исследований в 2 лабораториях, а сейчас мощность 15 лабораторий доведена уже до 7000 ПЦР-тестов в сутки. За все время пандемии тестирование на сегодняшний день прошло практически 760 тысяч человек. Это в относительных цифрах один из самых высоких показателей по субъектам страны. Оперативные штабы муниципалитетов создавали вторую линию защиты, открывали и оснащали обсерваторы, обеспечивали жилье и транспорт для медиков, организовывали дезинфекцию, доставку тестов, медикаментов в СИЗОВ во все, даже самые отдаленные районы. На обеспечение медицины всем необходимым огромная помощь оперативно идет по поручениям президента страны от федерального центра. На нужды здравоохранения по борьбе с коронавирусом уже направлено 10 миллиардов 900 миллионов рублей. 7,5 миллиардов рублей из федерального и 3 миллиарда 400 миллионов рублей из республиканского бюджетов. Наши медики, подвергаясь постоянному риску, ежедневно спасали и спасают якутян. На переднем крае защиты людей все это время находятся сотрудники Роспотребнадзора, правоохранительных органов, социальных учреждений. Сегодня в этом зале находятся люди, которые с первых дней вышли на борьбу с коронавирусом и сегодня продолжают вести битву с опасной болезнью.
Врач Якутской республиканской клинической больницы Татьяна Викторовна Барашкова со своими коллегами лечит самых тяжелых больных COVID-19. Более 3000 пациентов прошли лечение у нас в отделении пульмонологии. Под руководством Октябрины Николаевны Сафроновой в лаборатории особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора были оперативно развернуты работы и проводятся исследования анализов на коронавирус. В ее лаборатории 123 тысячи человек протестированы с начала пандемии. Семен Семенович Алексеев, фельдшер Вилюйской центральной районной больницы, был в составе бригады медработников на ЧНД, добровольно вызвался работать в инфекционном отделении для лечения заболевших в Томмотском психоневрологическом диспансере. Врач Алданской центральной районной больницы Виталия Викторовна Власова после трудных месяцев работы в красной зоне и сегодня готова к борьбе с опасной болезнью. А студент-медик Джулус Варламов с самого начала эпидемии стал волонтером-медиком. Именно так он понимает миссию своей будущей профессии врача. Коллеги, я прошу приветствовать наших мужественных сограждан и в их лице всех тех, кто сражается с пандемией, проявляя настоящий героизм. Они не считают себя героями, всегда говорят, что просто выполняют свой долг. Но благодаря им мы понимаем, насколько сильны духом якутяне, насколько живо у нас умение в трудный момент проявить волю и выдержку, противостоять самым сложным испытаниям. Пользуясь возможностью, я хочу сказать спасибо всем, кто в эти месяцы организует борьбу с коронавирусом по всей республике, работая без сна и отдыха, ежечасно решая задачи, которые в обычном ритме жизни были бы невыполнимыми. Вместе мы пережили потери и преодоления, первые случаи ковид в Якутске, первый массовый удар инфекции в Солбанцах, карантин в Алдане, вспышку коронавируса на ЧНД, осеннюю волну наступления болезни. Вместе мы делаем все, чтобы в тяжелейших условиях, без сбоев, шло жизнеобеспечение республики. Мы не расслабляемся, продолжаем действовать в режиме повышенной готовности. Инфекция далеко еще не отступила. Надо быть готовыми к возможной третьей волне. Но за это время, за эти месяцы наше здравоохранение перевооружилось, наработало огромный опыт. По поручению президента страны Владимира Владимировича Путина в стране началась масштабная вакцинация от коронавируса. Мы начали ее проведение в республике. Пандемия будет побеждена, и это будет наша общая победа. Уважаемые друзья, в год 75-летия Великой Победы мы еще сильнее восприняли наследие народа, стойкость и мужество воинов-якутян, тружеников тыла. Поэтому таким важным для всех нас стало увековечение памяти героев Великой войны. К юбилею Победы во всех районах республики построены новые скверы, обелиски, приведены в порядок 295 памятников. В акциях памяти и помощи ветеранам приняли участие более 220 тысяч молодых якутян. В Тверской области открылся военно-патриотический лагерь имени легендарного якутского снайпера, героя Советского Союза Федора Матвеевича Охлопкова. Силами поисковиков спустя десятилетия возвращаются на родную землю имена без вести пропавших солдат, своих героев находят боевые награды. 19 октября я поздравлял с вековым юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, участника разгрома Квантунской армии Михаила Михайловича Дьячковского из Горного Улуса. Светлая мудрость и теплота ветерана стали для меня еще одним примером душевной щедрости нашего народа, пережившего невероятные испытания и ставшего победителем. Нам есть кого брать пример. В год патриотизма, выдавшийся таким трудным, традиции взаимовыручки нашей Якутии обрели особый смысл. Более 4000 добровольцев из Республиканского корпуса волонтеров пришли на помощь людям старшего возраста, медикам, всем тем, кто нуждается в поддержке. Неоценимую помощь в борьбе с коронавирусом оказали крупные компании. В их числе Алроса, Полюс, Селегдар, Полиметалл, Ятек, Колмар, IT-компания Майтона и Индрайвер, многие другие предприятия, недропользователи, строители, транспортники. Сегодня нелегко приходится малому бизнесу, но, несмотря на это, наши предприниматели включились в общую борьбу. От чистого сердца помощь оказывают жители республики. Так, директор общества «Прометей»
Алексей Семенович Пенигин из Намского улуса передал 1 миллион рублей Центральной районной больнице. Индивидуальный предприниматель из Нижнеколымского района Михаил Геннадьевич Бабичев передал средства на покупку аппарата искусственной вентиляции легких для больницы. А пенсионерка из Мумского улуса Акулина Семеновна Ушницкая подарила районной больнице кислородный концентратор. Таких примеров по республике огромное множество. И каждый из них вызывает искреннее уважение и благодарность. Все это говорит о большом сердце и отзывчивой душе якутян. В год патриотизма, в год 75-летия Великой Победы мы показали свое единство. Уважаемые коллеги, несмотря на все трудности, жизнь в республике не остановилась. Ни на один день не прекращалась работа промышленных и жизнеобеспечивающих отраслей, транспорта, сельского хозяйства. Широкие полномочия, которые президент страны предоставил регионам, позволили нам ввести разные уровни ограничений в Арктике, в сельских районах, в крупных городах. Благодаря этому удалось избежать экономического коллапса, удержать темпы инфраструктурных проектов и строительства. Безусловно, экономика ощутила сильнейший удар пандемии. Уже в апреле более 27 тысяч работников в республике находились в условиях разных ограничений. Приостановили деятельность 11 тысяч субъектов малого бизнеса. Это более трети от их общего количества. Падение промышленного производства достигало пика почти на треть по отношению к прошлому году. В числе первых регионов страны мы отреагировали на экономические вызовы, уже в апреле приняв 3 пакета антикризисных мер. За счет всех источников на поддержку населения, здравоохранения и экономики направлено 32 миллиарда рублей. Помощь в виде выплат и пособий на общую сумму 8,5 миллиардов рублей получили 160 тысяч семей с детьми, 12 тысяч безработных якутян. Более миллиарда рублей направлено на поддержку малого бизнеса. 12 тысяч предпринимателей получили субсидии, воспользовались дополнительными налоговыми льготами, продлением сроков уплаты налогов. Системообразующим предприятиям оказана помощь на 5 миллиардов 900 миллионов рублей в виде льготных кредитов, субсидий, госгарантий и отсрочек по налоговым платежам. Все эти меры помогают бизнесу сохранить производство, рабочие места, выплачивать работникам зарплату, в целом удерживать устойчивость в сложных, неординарных условиях. В тяжелейшей ситуации из-за стагнации мирового алмазного рынка находилась компания «Алроса». Благодаря принятым антикризисным мерам компании удалось сохранить производство, не допустить массовых увольнений. И даже в такой сложнейшей ситуации «Алроса» оказала большую помощь республике, направив более 800 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом в республике. Мы благодарны руководству страны, лично президенту за поддержку. По его указанию было принято решение об увеличении закупок алмазов Гохран России. Сейчас объемы продаж компании восстанавливаются, актуальность выкупа алмазного сырья в Гохран существенно снизилась. Тем не менее, очень важно, что такая возможность есть и на 2021 год. Благодаря взятым в предыдущие годы темпам развития нефтегазового комплекса, курсу на цифровизацию, успехам создания благоприятного инвестиционного климата, республика проходит испытания этого непростого года достойно. Значительный спад в первом полугодии сейчас значительно сокращен, экономика постепенно восстанавливается. Настоящим трудовым подвигом стал ввод объектов угледобычи компании «Колмар», самой крупной из построенных постсоветской России шахты и обогатительной фабрики Инаглинская в Нерюнгринском районе, терминала в порту Ванина в Хабаровском крае. В этом году начались первые в истории поставки российского газа в Китай по силе Сибири. Добыча газа увеличилась в 2,5 раза, нефти на 12%. Кроме проектов «Газпрома», рост нефтегазовой промышленности в республике обеспечили компания «Сургутнефтегаз» и «Тасюряхнефтегазодобыча». Резиденты территории опережающего развития инвестировали более 12 миллиардов рублей в свои проекты, создали 900 новых рабочих мест. Важнейшим фактором сохранения инвестиционной активности стали национальные проекты. Финансирование по ним превысило 31 миллиард рублей. Это в 1,5 раза больше, чем в 2019 году. Особой зоной внимания в этом году стала сбалансированность государственного бюджета. Благодарю правительство республики за большую работу, в результате которой, вопреки самым негативным прогнозам, удалось выйти на стабильное исполнение бюджетных обязательств этого года и подготовить и принять сбалансированный бюджет на 2021 год.
Проведена точечная работа с каждым крупнейшим налогоплательщиком, с федеральными органами исполнительной власти. Выплаты нефтегазовых компаний помогли компенсировать в этом году выпадающие доходы от алмазодобычи. В результате налоговые доходы госбюджета превысили прошлогодний показатель 2019 года почти на 7,5 миллиардов рублей. Мы получили дополнительную федеральную поддержку в размере 6 миллиардов 800 миллионов рублей. Эти средства направлены на здравоохранение, на заработную плату, социальное обслуживание. И прежде всего бюджет гарантирует стабильность уровня жизни якутян. Несмотря на все сложности экономической ситуации, нам удалось сохранить социальную ориентированность бюджета и на предстоящий 2021 год. В отличие от прошлых лет, в полном объеме защищены расходы на образование, на обеспечение коммунального комплекса. Я благодарю парламент республики за совместную плодотворную работу по подготовке и принятию государственного бюджета на 2021 год. У нас есть основа для восстановления роста экономики, а значит, мы сохраняем направленность на решение стратегических задач развития республики. Уважаемые коллеги, цифры роста экономики, параметры бюджета, конечно, это не самоцель. Результатом всех наших действий, всей нашей работы должно стать реальное улучшение качества жизни людей, счастья каждого якутянина. 21 июля президент страны Владимир Владимирович Путин подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года. Вчера на первом заседании обновленного Государственного совета Российской Федерации определены конкретные задачи по достижению 5 приоритетных целей развития страны. Это здоровье и благополучие людей, их самореализация, комфортная среда для жизни, достойный труд и успешное предпринимательство, цифровая трансформация. Эти цели обязательно должны быть достигнуты и у нас в республике. Прежде всего важно благосостояние каждого человека, а людям важны их доходы, причем не на бумаге, не в прогнозах и планах правительства и парламента, а в их кошельках. Для этого мною утверждена программа, определены основные меры по снижению уровня бедности в республике. В первую очередь это занятость и доходы жителей села. Ни для кого не секрет, что именно на селе у людей меньше всех возможностей заработать. Поэтому все, без исключения, программы и мероприятия с использованием государственных средств должны в том числе работать на повышение доходов селян. С 2021 года этому будет способствовать новый механизм субсидирования производства молока. Субсидии на молоко для организованных хозяйств повышаются с 35 до 50 рублей за литр. По 35 тысяч рублей на голову скота будут получать личные подсобные хозяйства. И если в этом году общая сумма субсидирования молока составила 2 миллиарда 800 миллионов рублей, то в следующем году это будет уже 4 миллиарда 115 миллионов рублей. То есть на 47% больше селяне получат за свой труд в наступающем году. Новый механизм будет способствовать развитию предпринимательства на селе. Личные подсобные хозяйства смогут объединяться в кооперативы. Надоенное молоко они смогут сдавать по заготовительным ценам, получая еще и дополнительный доход. Такие планы уже начали осуществляться. Так, в Арасунском наследии Верхневилюйского улуса организуют заготовку и переработку молока от частников через кооператив. Силами муниципалитета построено новое здание маслоцеха. К сезону большого молока в мае будущего года его уже хотят запустить. Принимать молоко планируют по 30 рублей за литр. И если раньше от сдачи молока от одной дойной коровы хозяева в личном подсобном хозяйстве могли получать максимум 40-45 тысяч рублей, то теперь, сдавая молоко по заготовительной цене, плюс получая субсидию на голову, в среднем они смогут получать уже порядка 65 тысяч рублей. Я прошу глав муниципальных образований вместе с организациями-заготовителями наладить приемку у всех желающих сдавать молоко на рыночных условиях. Новый механизм поддержки аграриев должен реально улучшить благосостояние жителей села. Жители села – это наш фундамент. Надо поддерживать новый класс предпринимателей в аграрной отрасли. Мы, якутяне, да, наверное, и все россияне, любим местные якутские продукты, предпочитаем их любым привозным. Наши аграрии должны производить их как можно больше и получать за это достойный доход. Мы будем и дальше расширять виды государственной поддержки в рамках уже действующего проекта «Агростартап», грантов на развитие семейной фермы и сельской кооперации. Правительству поручается разработать также новые механизмы поддержки заготовки мяса, производства зерна, картофеля, овощей, в том числе
используя механизмы основного института развития агропромышленного комплекса ФПК Туймады. Одним из механизмов снижения сельской безработицы должен стать республиканский проект «Родные города и села». В своем прошлогоднем послании я рекомендовал главам муниципалитетов привлекать местных жителей к работам по благоустройству. Но даже несмотря на нехватку иностранной рабочей силы в этом году, к сожалению, задачи решаются плохо. Теперь проект объединил движение добрых дел, программы поддержки местных инициатив, создание комфортной городской среды, благоустройства сельских территорий. На 2021 год на проект предусмотрен 1 миллиард рублей. Существенная часть средств пойдет на оплату работ, и заработать их должны именно наши жители-якутяне. В целом, я считаю, что занятость людей на местах – это важнейшая ответственность муниципальных властей. Поэтому ключевым критерием оценки эффективности глав муниципальных образований я предлагаю считать трудоустройство местных жителей. В программе снижения бедности предусмотрены мероприятия по совершенствованию системы социальной поддержки, в том числе семей с детьми, малоимущих граждан. Единая цифровая платформа «Социальное казначейство» позволит сформировать личный профиль каждой семьи, оказывать помощь именно тем, кто объективно в этой помощи нуждается. И самое главное, избавит людей от сбора справок и хождения по различным инстанциям. Конечно, самая эффективная поддержка – это возможность для человека самому зарабатывать. В этом году рынок труда оказался заложником ограничения из-за пандемии. Вместе с тем ситуация показала, что мы должны и можем замещать иностранную рабочую силу местными кадрами. Более 2000 якутян мы смогли переобучить в короткие сроки и трудоустроить на строительстве социальных объектов, на ремонте дорог. Эта работа должна стать не только системной, но и более наступательной. Требует перезапуска проект «Местные кадры в промышленность». Я поручаю правительству проработать новые механизмы трудоустройства якутян во всех отраслях реального сектора. Взаимодействие с компаниями необходимо расширять, не ограничиваясь только тем, что мы ждем предложений вакансий от наших крупнейших компаний. Надо работать по всему кругу вопросов, начиная с обучения людей и вплоть до условий проживания в вахтовых поселках, включая медицинское обслуживание, организацию быта работников. Ситуация с коронавирусом обнажила проблемы вахтовых поселков, необходимость определения их административного статуса. Я предлагаю Государственному собранию инициировать на федеральном уровне законодательное регулирование этих вопросов, актуальных для многих регионов страны. Главным фактором повышения доходов якутян является предпринимательство. По предпринимательству, конечно же, пандемия нанесла колоссальный удар. Поэтому первый пакет антикризисных мер, как я уже отметил, касался поддержки именно малого и среднего бизнеса. План восстановления экономики также предусматривает помощь предпринимателям. Продлены двухлетние налоговые каникулы для начинающих предпринимателей. По моему поручению будут смягчены условия по патентной и упрощенной системе налогообложения. Стоимость патента по розничной торговле и общепиту не будет превышать прежнюю. Еще на 1 год отодвинуто решение об исчислении налога на имущество организаций с кадастровой стоимости. Продлен мораторий на плановые контрольные проверки республиканских и муниципальных органов. При этом я все равно ставлю в целом снижать излишнее давление на бизнес по всей республике. Сегодня, к сожалению, республика занимает 77-е место по индексу административного давления, который оценивает контрольную надзорную деятельность федеральных территориальных органов исполнительной власти на территории Якутии, исключая налоговую службу и Министерство внутренних дел. Это значит, что по сравнению с большинством регионов у нас со стороны наших территориальных органов федеральной власти есть излишняя жесткость, высока доля штрафов, в том числе и за первое административное правонарушение. Хочу проинформировать, что позавчера полномочный представитель президента Российской Федерации на Дальнем Востоке Юрий Петрович Трутнев сообщил о возможности проведения в 2021 году совместной коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики с участием глав субъектов по вопросам снижения административного давления на бизнес на Дальнем Востоке. В ситуации, когда предприниматели сейчас реально находятся в труднейшей ситуации, я рекомендую структурам федеральных органов власти, республиканских органов власти, муниципальным органам фокус контроля переориентировать на субъекты высокого риска, расширить практику предупреждений. Надо дальше улучшать деловой и инвестиционный климат на уровне топ-20 национального рейтинга страны.
Ставлю задачу дальше существенно сократить сроки разрешительных процедур, в том числе разрешение на строительство с 84 до 60 дней, подключение к электросетям с 81 до 40 дней. Надо добиваться, чтобы при реализации инвестиционных проектов максимально использовались местные материалы, привлекались местные рабочие кадры. Поручаю правительству в 2021 году проработать и внедрить реально действующий механизм стимулирования закупок у местных производителей крупными компаниями и недропользователями. Для многих начинающих предпринимателей событием стало введение в июле нового режима налогообложения для самозанятых. В республике уже зарегистрировано свыше 5000 самозанятых, это существенно превышает планы 2021 года, и их численность и дальше достаточно быстро растет. Считаю, что мы должны поддержать якутян, которые используют возможность для легализации своего бизнеса. Я предлагаю в качестве меры поддержки вернуть самозанятым налог на профессиональный доход. Если в 2020 году сумма налога не была полностью обнулена за счет федеральной поддержки, федерального вычета, то они получат обратно сумму налога, перечисленную в республиканский бюджет. Такой же порядок возврата я и предлагаю реализовать и в 2021 году. Поручаю правительству обеспечить необходимые средства и быстрый, корректный возврат налога самозанятым. Мощнейшим стимулом для малого бизнеса должна стать наша ставка на развитие креативной экономики. Две главные составляющие для этого есть – талантливые люди и богатая культура. Креативные индустрии уже вносят значительный вклад в экономику, составляют большую силу. Это 2500 индивидуальных предпринимателей, более 13 тысяч человек в IT-отрасли, кинематографе, дизайне, в ювелирном деле, художественном искусстве и в народных промыслах. Сейчас мы должны от слов переходить к делу, создавать все условия, чтобы якутский креативный продукт активно выходил на российские и международные рынки. Пионером здесь должен стать первый на Дальнем Востоке креативный кластер «Квартал труда» в городе Якутске. На площади более 13 тысяч квадратных метров будет создана инфраструктура для творческих проектов в области анимации, компьютерной графики, музыки и дизайна. Запуск кластера запланирован до конца 2021 года. Назрела необходимость сделать шаги с прицелом на реализацию потенциала нашего богатейшего наследия народных промыслов. Сегодня в этой сфере занято свыше 4000 мастеров – кузнецов, ювелиров, косторезов, резчиков по дереву, мастериц шитья. Они испытывают большие трудности в развитии своего дела. Прежде всего, это острая нехватка средств на закуп сырья и инструментов, на аренду помещений, не говоря уже об участии в выставках или рекламе. Мы должны помочь нашим мастерам повысить конкурентоспособность своей продукции, помочь стать предпринимателями, которые не только производят изделия, но и платят налоги, создают рабочие места и получают хороший доход. Ставлю задачу перед Министерством предпринимательства Республики совместно с Министерством культуры, духовного развития, с участием Комдракмеда и институтов развития Республики в срок до 1 марта 2020 года разработать комплекс мер по поддержке народных ремесел Республики. Это важно. Народные промыслы вызывают серьезный синергетический эффект, в том числе в сфере туризма. Сейчас туристическая отрасль переживает нелегкие испытания. Предпринимателям оказан ряд мер поддержки, но чтобы восстановиться после пандемии и выйти на новый уровень, этого, конечно же, крайне недостаточно. Тем более, что туризм в республике по-настоящему серьезных стимулов для развития пока даже и не получал. В следующем году планируется старт нового национального проекта в стране «Туризм и индустрия гостеприимства». Якутия с территорией в 1/5 часть страны имеет, конечно же, все основания стать одним из ключевых плацдармов развития туризма в России. Этот шанс мы должны реализовать на все 100%. Надо объединять заинтересованные отрасли, предпринимателей, энтузиастов для решения больших задач, создания современной туристской инфраструктуры, подготовки кадров, продвижения наших туристических продуктов в мире. А главное – создавать в республике всеобщую атмосферу гостеприимства и открытости. В целом, безусловным приоритетом всего, что мы делаем, говоря о креативной экономике, является человек, его компетенции и таланты. У каждого якутянина должны быть условия самореализоваться у себя в родной республике, не покидая ее в поисках лучших возможностей в других городах, тем более в других странах. Уважаемые коллеги, стимулами восстановления экономического роста нашего дальнейшего движения вперед являются крупные инфраструктурные проекты республики и мероприятия национальных проектов.
Начну с главного. 2021 год, безусловно, станет годом начала строительства Ленского моста. Благодаря прямой поддержке главы государства наш долгожданный проект выходит на этап практического осуществления. При поддержке полпреда президента Юрия Петровича Трутнева Ленский мост включен в национальную программу развития Дальнего Востока как один из крупнейших инфраструктурных проектов макрорегиона. Завершена разработка первого этапа проектно-сметной документации, и проект уже сегодня находится в федеральной госэкспертизе. В ближайшее время уже планируется выход на строительную площадку подготовительных работ. 17 декабря подписано соглашение со Сбербанком России, и крупнейшая финансовая организация страны стала партнером нашего проекта. 21 декабря Межведомственная комиссия при Министерстве транспорта Российской Федерации поддержала наш проект как приоритетный проект и направила его на рассмотрение правительственной комиссии по транспорту для определения уже конкретных объемов, сроков финансирования строительства Ленского моста из федерального бюджета. По возведению мостов в этом году у нас в целом отличный результат. На федеральной автодороге Вилюй введены сразу 4 мостовых перехода через реки Малая Батобия в Мирнинском районе, Тюкань в Нюрбинском районе, Улахан-Мугур и Сагар-Юрях в Мунсунтарском улусе. Ярким событием года стало завершение строительства автодороги Кабяй, которую смело можно назвать исторической. Эта дорога строилась почти 30 лет. Многолетняя мечта жителей Кабяйского улуса исполнилась. Теперь круглый год от столицы до Кабяя можно доехать в считанные часы. На предстоящий год я ставлю еще одну задачу. Более четверти века уже длится асфальтирование дороги до села Хатырык, родины Максима Кировича Амосова. Считаю, что в 2021 году эти работы должны быть полностью завершены. По объему дорожных работ 2020 год, конечно, стал беспрецедентным. Введено почти 550 километров автомобильных дорог разного уровня. Наша задача не снижать эту планку в наступающем году. Продолжатся работы на федеральных дорогах. По национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги» отремонтируем 200 километров региональных дорог. В городе Якутске было запланировано отремонтировать более 24 километров улиц. Начнутся масштабные работы на главном проспекте столицы. Его реконструкция изменит облик исторического центра города. Он станет символом, достойным символом нашей столицы. Работы по укладке дорожного полотна на проспект Ленина должны начаться уже в 2021 году. Но при этом я считаю, что состояние улично-дорожной сети Якутска, конечно же, требует еще более быстрых темпов работ. Качество дорог, и мы это все прекрасно знаем, особенно на окраинах, в пригородах, не отвечает никаким требованиям. Поэтому я ставлю задачу перед Министерством транспорта Республики и окружной администрацией Якутска отремонтировать в 2021 году не менее 45 километров улиц. Прошу правительства совместно с мэрией оперативно рассмотреть и решить вопросы финансирования. Небывалые в истории республики дорожные работы должны навсегда изменить запрос общества к качеству и безопасности автомобильных дорог. Десятилетиями мы все мирились с плохими, иногда просто непроходимыми, непроезжими дорогами. Мирились с улицами в городах и селах, которые и трудно и назвать-то и улицами. И сейчас ни один рубль не должен быть закатан в некачественный асфальт. Ни один день короткого строительного сезона не должен быть упущен из-за плохой организации дорожных работ. Я благодарен неравнодушным якутянам, которые берут на себя обязанности общественных контролеров, благодарен представителям Общероссийского народного фронта. Их настойчивость помогла исправить много ошибок, обратив на них внимание республиканских и муниципальных властей. Уверен, что новое качество наших дорог должно быть на контроле всего общества. До конца 2024 года нам предстоит также решить не менее масштабную задачу – построить и реконструировать 16 аэропортов республики. В наступающем году республика уже начнет работы одновременно в 7 аэропортах. Возобновится реконструкция взлетной и посадочной полосы аэропорта города Якутска. Мы ожидаем существенного улучшения качества обслуживания пассажиров, безопасности, комфорта авиаперелетов по завершении работ. Но и во время их проведения люди не должны испытывать лишних неудобств. Прошу правительства совместно с авиационными компаниями, авиационными предприятиями обеспечить альтернативные схемы и не допустить срывов перевозок пассажиров. Кардинально улучшить жилищные условия якутян, сделать наши города и поселки красивыми и комфортными призван национальный проект «Жилье и комфортная городская среда».
Как вы знаете, острейшей проблемой республики является огромный, самый большой по России аварийный жилой фонд. Тысячи и тысячи якутян годами живут в непереносимых условиях с угрозой здоровью и жизни. Сейчас мы ведем масштабную программу по расселению аварийного жилья. За 5 лет по всем районам будет ликвидировано свыше 1 миллиона 100 тысяч квадратных метров аварийки, переселен свыше 60 тысяч человек. Задача трудная, но у нас нет скидок на сложности строительства и логистики, когда, образно говоря, каждый завезенный в Арктику гвоздь становится золотым. Колоссальные средства должны быть освоены в срок, люди должны обрести достойное жилье и никак иначе. Работа идет, несмотря на все ограничения, на нехватку рабочих рук. По итогам года в районах республики по программе переселения введено 43 многоквартирных дома. Новое жилье получили свыше 5500 якутян. Больше всего жилья взамен аварийного введено в Чурапчинском улусе, в Якутске, в Алданском и Алекминском районах. А поселок Жатай стал первым населенным пунктом в России без аварийного жилья. Вместе с тем, ситуация по строительству жилья складывается непросто. По итогам года по республике введено 515 тысяч квадратных метров жилья. Это на 8% меньше, чем год назад. Особенно резко в этом году на 13% сократился ввод жилья в городе Якутске. Это уже выражается в серьезном росте цен на новые квартиры. Такую ситуацию надо переломить. В городе необходимо как минимум восстановить объемы и темпы ввода жилья, достигнутые в предыдущие годы. Люди в городах и селах готовы строиться, вкладываться в комфорт своих домов. Каждому муниципалитету необходимо активно передавать земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, создавать условия, чтобы люди строились без бюрократических препятствий. Особого внимания требует обустройство инфраструктуры участков. Здесь надо максимально задействовать ресурсы таких программ, как комплексное развитие сельских территорий. На эту программу в этом году было направлено 155 миллионов рублей, и в следующем году такой же объем средств уже выделен. В этом году реализованы энергетические проекты, в том числе и в сфере альтернативной энергетики. 2 дня назад в Тиксе введена в эксплуатацию ветродизельная станция, уникальный объект возобновляемой энергетики. Станция по праву стала символом технологического сотрудничества России и Японии, имеет все перспективы дальнейшего масштабирования. В этом году заключены энергосервисные контракты на строительство 6 энергокомплексов в других 6 арктических районах нашей республики. 21 сентября совместно с ПАО «Газпром» мы утвердили программу развития газоснабжения и газификации республики. До 2025 года от магистрального газопровода «Сила Сибири» будет газифицировано 16 населенных пунктов в Алекминском, Ленском, Алданском и Нерюнгринском районах республики. Еще по 5 населенным пунктам будут проведены проектные работы. Газификация улучшит качество жизни десятков тысяч якутян и, я уверен, станет одним из ключевых стимулов экономического и социального роста районов Западной и Южной Якутии. В ближайшее время также будет утверждена программа потребления сжиженного природного газа в республике до 2030 года. Она направлена на расширение потребления сжиженного газа на объектах теплоснабжения, в газификации населенных пунктов для транспортных, сельскохозяйственных предприятий, организаций ЖКХ. Потребление сжиженного газа в республике может достичь и даже превысить 100 тысяч тонн в год. Для обеспечения таких объемов ставлю перед правительством задачу реализации масштабного инвестиционного проекта по производству СПГ с возможным использованием режима преференций в рамках территории опережающего развития. Общая цель – добиться реального снижения цен на моторное топливо, которые сейчас тормозят любое производство и съедают доходы якутян. На сегодня определены пилотные поселения, расположенные вдалеке от магистральных газопроводов для автономной газификации сжиженным газом. В 2021 году такие работы должны начаться в селе Кашикацы Хангаласского улуса. В пилотных Намском и Хангаласском улусах также начнется перевод сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо. Приняты решения, которые направлены на поддержку развития рынка газомоторного топлива, создания газозаправочной инфраструктуры. На 50% снижены налоговые ставки для переведенного на газомоторное топливо транспорта, обнулен налог на имущество вводимых газоправочных объектов. Надо дальше внедрять правовые механизмы для поощрения перехода на газомоторное топливо. Надо упрощать процедуры выделения, оформления земельных участков для строительства газозаправочных станций.
Внедрение газомоторного топлива должно дать быстрые и значимые экономические и экологические эффекты для экономики. И, конечно же, оно должно дать прямой эффект для наших жителей. Уважаемые коллеги, вы знаете, что, вступив в должность главы республики, первым я подписал указ об экологическом благополучии. Это не было сиюминутным решением. Я был и остаюсь убежденным, что здоровая экология – это основа благополучной жизни всех нас и будущих поколений. Также я убежден, что забота об окружающей среде – это общее дело, от которого никто не может оставаться в стороне. 2 года идет работа по приоритетным направлениям, результаты уже есть. Мы продолжаем повышать охранный статус наших уникальных естественных природных парков, имеющих мировое значение. В июле распоряжением правительства России создан государственный природный заповедник «Медвежьи острова». Этому предшествовала огромная работа Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики совместно со Всемирным фондом дикой природы. Мы и дальше будем сохранять долю особо охраняемых территорий, которая сейчас достигает 37% площади республики. Будем и дальше увеличивать охват территорий экологическим мониторингом. С 2018 года эта цифра возросла с 42 до 56% территории Якутии. В 2 раза стало больше общественных инспекторов охраны природы. Это жители республики, которые не по долгу службы, а по велению сердца оберегают родную землю. Своим личным примером меняют к лучшему отношение людей к живой природе. Это Олег Геннадьевич Маклашов, Анатолий Александрович Паршин из Якутска. Много лет занимается экологическим просвещением Александра Николаевна Киринская из Амгинского улуса. Людей с такой гражданской позицией у нас в Якутии большое количество. Я считаю, что это и есть проявление настоящего патриотизма. Все больше компаний, крупных недропользователей работают на принципах социальной ответственности. В их числе акционерная компания «Алроса», Тасюряхнефтегаз Добыча, авиакомпания «Полярные авиалинии». Сегодня в республике реализуются 43 корпоративные программы охраны окружающей среды. И если в 2018 году бюджет этих программ составлял 6 миллиардов 800 миллионов рублей, то в этом году уже 11 миллиардов 700 миллионов рублей, почти уже в 2 раза больше. Важной составляющей экологического благополучия, безопасной жизни людей является состояние городов и сел, состояние коммунального хозяйства. Мы продолжаем и будем продолжать работать по проблеме обеспечения жителей чистой водой. Завершается реконструкция системы водоснабжения в Алекминске, строительство водоочистных сооружений в Покровске. Начнется строительство объектов водного хозяйства в Верхневилюйске, канализационно-очистной станции в Жатае. С мертвой точки наконец-то сдвигается решение мусорной проблемы. Заключено концессионное соглашение по строительству мусороперегрузочной станции в Якутске мощностью 150 тысяч тонн отходов в год, стоимостью 1 200 000 000 рублей. Многолетнюю проблему с отходами в Якутске надо решить уже в ближайшие годы. Ставлю задачу о скорейшем закрытии старого мусорного полигона, начале строительства нового полигона с вводом всех объектов и рекультивацией старого полигона уже в 2023 году. Строительство станций комплексной обработки отходов планируется практически во всех районных центрах. В том числе наиболее крупные будут построены в Нижнем Бестяхе, Вилюйске, Нюрбе, Валдане, Мирном и в Нирингре. Каждый год огромный экологический ущерб наносят республике лесные пожары. Ученые прогнозируют, что с изменением климата, с температурными аномалиями проблема будет возрастать, в том числе и в нашей Арктике. За последние 2 года в северо-восточной части республики количество природных пожаров возросло в 5 раз, а пройденная огнем площадь в 6 раз. Можно оставить все как есть, кивая на глобальное потепление, нехватку ресурсов, но это, конечно же, не наш путь. Я поручаю правительству создать в 2021 году отдельное подразделение авиационной охраны лесов с дислокацией в поселке Батагай Верхоянского улуса. Для повышения оперативности в тушении пожаров также надо усилить подразделение парашютно-десантной и пожарной службы. Необходимо также увеличить уже и численность наземных лесопожарных формирований Якут-Лесресурсы. Наши леса, наша природа должна быть защищена также и ответственным отношением всех нас, жителей Якутии. Еще одним приоритетом для меня как главы республики является Якутская Арктика. Улучшение условий жизни северян, возможность коренным жителям заниматься традиционными видами хозяйствования, сохранять свой уклад, уникальную культуру и языки.
При этом в Арктике должно быть все, что необходимо современному человеку, а уровень жизни должен сравняться со среднероссийским. Такая задача поставлена в том числе и президентом нашей страны. Начало реализации новой арктической политики республики шло параллельно с формированием контуров государственной политики России в Арктике. В этом году приняты главные документы: основы государственной политики, стратегии развития арктической зоны, закон о преференциях для бизнеса. Очень важно, что при принятии этих судьбоносных решений, благодаря совместным усилиям народных депутатов республики, правительства республики, поддержаны практически все основные инициативы Якутии. Льготный режим налогообложения распространен на субъекты малого и среднего бизнеса, которые вложат в новые проекты сумму не менее 1 миллиона рублей. Компания Янолова с проектом добычи олова и ученый Никита Зимов с проектом в области научного животноводства стали первыми резидентами арктической зоны Якутии. Еще порядка 40 проектов будут проработаны в наступающем 2021 году. Законодательно определен стандарт ответственности резидентов арктической зоны по возмещению ущерба от хозяйственной деятельности коренным малочисленным народам Севера. Поддержана инициатива республики о комплексном проекте «Дети Арктики» с системными мерами государственной поддержки детства в образовании, здравоохранении, культуре и спорте. На уровне Арктического совета поддержан наш проект цифровизации языкового и культурного наследия коренных народов Арктики по созданию всемирного многоязычного интернет-портала. Оживление есть и в инфраструктурном обновлении арктических поселков. Говорить о больших переменах, пожалуй, еще рано, но сдвиги уже реально видны. После 30-летнего перерыва, благодаря программе расселения аварийного жилья, в Арктике наконец началось строительство новых многоквартирных домов. В этом году в Оленевском улусе введено 3 таких дома. До 2025 года в арктических районах будет расселено 496 многоквартирных домов. Почти 8,5 тысяч северян получат новое жилье. Одновременно со строительством жилья должна улучшаться и комфортность северных поселков. Разрабатывается комплексный план развития ТИКСИ, проект «Умное поселение» по преобразованию поселка Оленек в энергоэффективный поселок. Такие проекты будут тиражироваться по всей арктической зоне. Понимание в этом направлении есть. Действовать будем в рамках национальных проектов, республиканских программ, в которых включены инфраструктурные проекты в Арктике. Вместе с тем, я сейчас предлагаю сосредоточиться на решении жизненно важного для северян вопроса обеспечения арктических районов продовольствием. Республика ежегодно решает задачу по обеспечению завоза продуктов питания в Арктику. И в этом году правительство свою задачу по завозу выполнило. Но объемы госзаказа составляют немногим более 10% общей потребности. Сегодня жителям Арктики не хватает молочной продукции, свежих овощей и фруктов по доступным ценам. Остро стоит вопрос хлебопечения, организации детского питания. Настал момент подойти к решению этих проблем комплексно, поставив целью обеспечения здорового и сбалансированного питания жителей Арктики. Задачи здесь должны решаться с широким участием малого бизнеса и муниципалитетов с опорой на государственную поддержку. Прежде всего, необходимо совершенствование логистической системы завоза. Опорными точками новой системы должны стать 13 торгово-логистических центров во всех арктических районах. Необходимо ускорить их строительство с учетом функций не только по хранению и реализации продовольствия, которое мы туда привозим, но и сбыта местной промысловой продукции. Поручаю правительству в следующем году разработать комплекс мер поддержки предпринимателей арктических районов, которые занимаются хлебопечением, овощеводством, тепличным хозяйством, скороспелыми сельхозотраслями. Обязательно должны быть учтены направления по обеспечению жителей детским питанием, кисломолочной продукцией. Считаю, что этим должно заниматься Министерство Арктики Республики, а средства и механизмы должны быть заложены в государственной программе развития арктической зоны и коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия. Обеспечение жителей Арктики качественными продуктами – это залог долголетия и здоровья северян. Это исключительно важная социальная задача, которая требует безотлагательного решения. Жизнь в Арктике меняется. Происходят события, которые создают новые стимулы для улучшения жизни людей в самых отдаленных районах нашей республики. 2 декабря состоялось на самом деле эпохальное событие. Линия оптоволокна дошла до Оленька. Совсем недавно еще казавшиеся фантастическими планы по строительству волоконно-оптических линий связи за полярным кругом, сегодня уже этот проект реализован, и Улусный центр стал первым поселением в Якутской Арктике, где появился уже и мобильный 4G интернет.
Дальше оптоволокно пойдет в Анабарский улус, к Ледовитому океану до Урюмхаи. С начала этого года построено уже порядка 1500 километров линий оптоволоконной связи. Подключено 22 населенных пункта в 10 районах республики. Конечно, важно, какой социальный эффект дала эта колоссальная работа, какие возможности появились у людей. В этом году пандемия дала нам возможность оценить это в самой экстремальной ситуации. За 2 года к интернету до этого мы подключили 709 школ, больниц и местных администраций. Это на самом деле, не побоюсь, сыграло ключевую роль в борьбе с коронавирусом. В кратчайшие сроки на дистанционные форматы перешла вся система образования. Дети смогли учиться, не прерывая занятий из-за ограничений. В нашей огромной по территории республики сегодня невозможно представить выявление и лечение заболевших ковид без цифровых сервисов. Проведено порядка 15 тысяч телемедицинских консультаций. Это, безусловно, помогло сохранить даже не здоровье, а жизнь многих и многих сотен якутян. Сервис «Облачная поликлиника» позволяет людям сегодня дистанционно консультироваться с врачом. Цифровые сервисы ускорили получение результатов тестов, снизили нагрузку на колл-центры. Это снизило напряженность, обеспокоенность людей, и так находящихся в стрессе из-за риска опасной болезни. Словом, этот год еще больше убедил, что абсолютно верной остается наша ставка на активную, проактивную цифровизацию. В 2021 году будет подключено еще 500 социальных учреждений. Внедряется единая социальная карта жителей Якутии. Функционал карты будет расширяться. Например, многодетные семьи уже в следующем году смогут приобретать субсидированные авиабилеты, получать положенные льготы без обращения в различные многочисленные учреждения. В этом году мы уже достигли одной из целей стратегического указа об инновационном и цифровом развитии Якутии. 85% населения Якутии сегодня имеют широкополосный доступ к сети интернет. Достичь этого планировалось только к 2024 году. В 2021 году будет построено еще свыше 2500 километров волоконно-оптических линий связи на территории 9 районов к 48 населенным пунктам. Я ставлю добиваться решения проблемы так называемой последней мили. В населенных пунктах, где есть уже доступ к высокоскоростному интернету, такая возможность должна быть на самом деле у каждой семьи. Уважаемые народные депутаты, коллеги, восстановление и дальнейший рост экономики – это основа для движения к нашей стратегической цели. К 2032 году сделать республику лидером по конкурентоспособности человеческого капитала. Говоря простыми словами, обеспечить социальное благополучие, здоровье, передовое образование каждого якутянина. В этом году система образования республики подтвердила свою устойчивость, способность даже в самых непростых условиях выполнять свое предназначение – учить детей. Я искренне благодарю педагогов Якутии за самоотверженность, за то, что вы душой болеете за своих учеников, делая все возможное, чтобы давать им самые лучшие знания. Несмотря на все трудности, мы продолжаем добрую традицию республики. В этом году введено 10 новых школьных зданий. В 2021 году планируется построить не менее 12 школ. Построено 9 новых детских садиков. На следующий год план еще больше – 15 новых зданий детских садов. Завершен проект по строительству объектов образования и культуры в Якутске, по которому город получил 4 новые современные школы, 5 детских садов и 3 современнейших объекта культуры. Такие проекты будем и дальше прорабатывать совместно с ведущими институтами развития нашей страны. Конечно, инфраструктура – это только база для формирования новой образовательной среды. Нам важно, чтобы наши дети с малых лет увлекались наукой и технологиями, учились мыслить критически и креативно, учились работать в командах. Важно, чтобы они не боялись выбирать научные и инженерные специальности, понимая, что в республике есть все возможности для их успешного развития и профессиональной реализации. В этом вопросе мы все должны объединиться ради наших детей. И власти, и бизнес, и общественность. Уверен, мы продолжим успешно действовать в таком направлении. В этом году открылась Международная арктическая школа. Скоро заработает новый учебный корпус Малой академии наук. Строится Центр отдыха и оздоровления детей «Полярная звезда». В районах и городах республики открываются детские технопарки, IT-центры, другие инновационные центры детского развития. Одно только их перечисление займет, наверное, здесь с десяток минут.
Но главное, мы не должны забывать, что все это делается не только для ограниченного круга самых умных, самых талантливых наших детей. Правительству республики необходимо принять комплексные меры по формированию единой экосистемы раннего и всестороннего развития детей. Главный принцип такой экосистемы – это доступность всех инновационных образовательных ресурсов каждому ребенку Якутии. Координирующую роль здесь будет выполнять целевой фонд «Будущее поколение Республики Саха-Якутия». Ему пора уже в полной мере вернуться к своей изначальной миссии. Важнейшая цель – воспитание поколения якутян, способных заявить о республике как о регионе сильной IT-отраслью, передовыми технологиями и креативным сектором, сильной научно-технической и культурной элитами. В 2021 году правительству, целевому фонду «Будущее поколение» с привлечением институтов развития, конечно же, необходимо уже начать строительство парка «Будущее поколение» в городе Якутске. Надо начать подготовку к проведению вторых международных интеллектуальных игр в 2022 году с самым широким вовлечением детей Якутии. У каждого из них должна быть возможность стать причастным к этому событию, которое соберет на одной цифровой платформе тысячи талантливых детей со всего мира. В стороне от проектов будущего в сфере образования не остается и бизнес. В сентябре мы подписали соглашение с благотворительным фондом «Новый дом» Альберта Авдаляна о намерениях по строительству уникального образовательного комплекса «Точка будущего». Важно, чтобы школа нового уровня высоко подняла стандарт качества образовательной среды и обеспечила содействие росту главного нашего богатства – человеческого капитала. Перестраиваться начнет и система профессионального образования. Этого требует само время. Сегодня уже нельзя ограничивать подготовку рабочих кадров текущим запросам экономики. Готовить специалистов, которые могут претендовать только на низкооплачиваемую работу, это значит заведомо лишать нашу молодежь жизненного успеха. Поэтому мы ставим задачу не просто кратно повысить качество и уровень профтехобразования, а, можно даже сказать, в целом поменять полностью ее философию. Мы начнем создание суперкампуса, образовательно-производственного кластера среднего профессионального образования в Кангаласах. Здесь будет создан самый современный центр, будет создана современная инфраструктура для жизни и учебы, для подготовки самых востребованных специалистов с инженерными компетенциями для успешной работы в высокотехнологичных отраслях. Заявка очень высока. Создать не только современное многопрофильное образовательное учреждение, но и сделать его культурным, общественным центром. Я уверен, что суперкампус станет драйвером развития всей долины Туймада, а Кангаласы, где сейчас развиваются проекты территории опережающего развития Якутия, будет дальше расти как территория будущего, как центр профессиональных компетенций международного уровня. Уважаемые друзья, возможно, кому-то из вас кажутся излишне далекими, неисполнимыми в наше непростое время задачи, которые я сейчас ставлю. Но я уверен, что потенциал нашей республики огромен. Он практически неисчерпаем. И то, что еще вчера казалось только перспективой, сегодня из планов быстро переходит в практику. Поэтому сейчас как никогда надо повышать роль и участие науки в развитии Якутии. В условиях изменения климата, нашей жизни на вечной мерзлоте необходимо исследование в области инженерной безопасности жилья, инфраструктуры. Востребованное научное обоснование схем энерготеплоснабжения, новые материалы для строительства и дорожного хозяйства. В свете событий этого года кратно повышается важность исследований в области биотехнологий и медицины. Эти и другие задачи будут решаться в рамках государственной программы научно-технологического развития республики до 2025 года. Возобновляется бюджетное финансирование, и с 2021 года на научные исследования и разработки будет направляться не менее 200 миллионов рублей. Вывести исследования якутских ученых на мировой уровень призван научно-образовательный центр «Север», который объединяет научное сообщество исследовательских институтов и Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова ряда регионов Дальнего Востока. В этом году НОТ «Север» по итогам федерального конкурсного отбора не вошел в число 5 центров мирового уровня. Но, конечно же, подготовка к конкурсу дала нам очень серьезный опыт. Необходимо сейчас усилить проектный офис центра, усилить сотрудничество с регионами Дальнего Востока и индустриальными партнерами НОТ «Север». И в дальнейшем НОТ «Север» обязан стать научно-образовательным центром мирового уровня Российской Федерации.
Уважаемые народные депутаты, коллеги, события этого года ясно показали, насколько важны для благополучия каждого человека действия власти, наша способность совместно принимать эффективные решения и доводить их до конечного результата. Для граждан на самом деле не имеет никакого принципиального значения, на каком уровне и какими способами решаются их насущные проблемы. Люди воспринимают все уровни власти как единое целое. Именно в этом ключе, ключе результативности во благо людей, необходимо подойти к реальному воплощению новых конституционных положений об единстве публичной власти. Не ломая сложившуюся систему, надо выстраивать новую конструкцию взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления. Главным здесь я считаю солидарную ответственность властей. В принципе, сейчас так и происходит. К примеру, все школы, детские сады в республике строятся в городах, поселках, в селах за счет республики. Хотя это на самом деле чисто муниципальные полномочия. Но, как говорится, дорога здесь должна быть и с двухсторонним движением. К сожалению, иногда местные власти считают возможным отстраниться на местах от решения вопросов, ссылаясь на отсутствие полномочий. Такие подходы, конечно же, надо полностью исключить. Ведь главное – это не плач о полномочиях, а быстрое и качественное решение проблем жителей. Также я снова возвращаюсь к вопросу здорового укрупнения муниципальных образований, административных центров районов. Фактически сегодня у нас получается двойное, даже тройное управление одного населенного пункта с соответственными затратами на содержание администрации и муниципальных учреждений. У нас уже есть на сегодня первый опыт объединения администрации районного центра и района в Алаиховском Улусе. Конечно, оценку эффективности давать еще рано, но уже сейчас экономия только на содержание в этом, на самом деле, очень малочисленном Северном Улусе у нас составила уже несколько миллионов рублей. Считаю, что органы местного самоуправления не должны существовать просто как место работы, не должны заниматься лишь поверхностными вопросами, пытаясь сиюминутно латать прорехи в бюджетах. Управлять, ориентируясь только на бюджетные средства, без привлечения ресурсов общества и бизнеса, это значит накапливать проблемы, не создавая никаких заделов для развития в будущем. Вовлечение в экономику потенциала территорий, создание реальных условий для раскрытия таланта людей – вот ответственность муниципальных властей. Сейчас много ходит разговоров об отмене прямых выборов глав муниципалитетов. Законодательство нам сегодня позволяет определиться в этом вопросе на уровне республики. Моя позиция, я об этом сейчас еще раз хочу заявить, остается здесь строго неизменной. Я всегда выступал и выступаю за выборность глав муниципальных образований. Главами должны быть реальные лидеры. Сегодня мы видим, как много зависит от их авторитета, а еще больше от степени доверия к ним со стороны жителей. Это исключительно важно. Я прошу депутата Филтумена совместно с Советом муниципальных образований республики инициировать обсуждение законодательных инициатив с учетом всех этих позиций в рамках формирования правовых основ единой системы публичной власти в нашей республике. В 2021 году предстоят выборы в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации. Они должны организованно пройти в стабильной обстановке, чтобы якутяне имели возможность ответственно сделать свой выбор, и республика должна быть достойно представлена в высшем законодательном органе нашей державы. Это важно, потому что наша Якутия огромна и многообразна. Мы занимаем очень значимое место в развитии колоссальной части России. Находимся на острие преобразований в экономике и в социальной сфере. Мы никак не можем оставаться в роли статистов федерального законодательного процесса, стараясь только успевать за быстрыми изменениями. Якутия должна снова стать лидером законотворчества, как это было в 90-е годы. В этой связи я призываю народных депутатов, общественность республики еще раз подумать о реформировании парламента. Я предлагаю рассмотреть перспективу перехода Илтумен на профессиональную основу уже со следующего созыва. Увеличение числа депутатов, работающих на постоянной основе, до 35 при существенной оптимизации аппарата позволит на сегодняшнем уровне расходов значительно повысить оперативность и эффективность нашего законотворчества. При этом предлагаю сократить представительство партии в Илтумене до 25% депутатского корпуса. Соответственно, предлагаю увеличить представленность депутатов-одномандатников как наиболее и непосредственно приближенных к народу.
Убежден, парламент Якутии должен быть лидером среди региональных законодательных собраний страны. Причем не по числу и громкости скандалов, а исключительно по числу и качеству реализованных законодательных инициатив во благо наших людей. Уважаемые якутяне, впереди у нас замечательный ориентир – празднование столетия республики. Благодаря указу президента страны вековой юбилей республики получил общероссийский статус. Памятная дата даст самый серьезный импульс нашему дальнейшему развитию. И главное, это событие еще раз подчеркнет миссию Якутии как неотъемлемой части Великой России. По всей республике к юбилею будут построены новые жилые дома, школы, больницы, отремонтированы дороги, созданы современные общественные пространства. Отдельное направление подготовки к юбилею – это развитие культурной среды. К 2022 году будет завершен этнокультурный комплекс в селе Тамтор Татинского улуса по проекту выдающегося деятеля нашей культуры Бориса Федоровича Неустроева «Мандарус». На сегодня возведен уже главный объект комплекса – Берестяная Ураса. В этом году введены библиотека в Хандыге, Центр культуры современного искусства имени Гагарина в Якутске, в Сунтарах открылся Центр народного творчества имени Сергея Зверева, завтра открывается культурный центр имени Хадулова в селе Майя Кангаласского улуса, а 29 декабря Дворец культуры в городе Вилюйске. В наступающем году откроется этнокультурный центр в Жиганске, драматический театр в Нюрбе, культурно-спортивный комплекс «Зарянки». К юбилею республики приурочено строительство культурных центров в Намцах, Черкёхе Татинского улуса, Харбалахе Верхневилюйского улуса. Им будут присвоены имена великих сыновей Якутии Платона Аюнского, Исидора Барахова и Максима Амосова. Новые современные дворцы и дома культуры станут центром притяжения якутян, развития самобытной культуры нашей республики. То, что культура, даже в экстремальных условиях ограничения и разобщения, остается неотъемлемой частью жизни якутян, показал этот год. Подтверждением тому стало звание «Самый читающий регион России», которое по праву получила наша республика. Событием в культурной жизни Якутии, да и всей страны, стала эпическая картина режиссера Никиты Аржакова «Тыгын-Дархан». В его съемках участвовали тысячи якутян. Фильм на самом деле стал поистине народным. Очередным триумфом якутского кино стала победа фильма «Пугало» режиссера Дмитрия Давыдова на главном российском кинофестивале «Кинотавр». Мы продолжим поддержку становления киноиндустрии Якутии, развития мультимедийного искусства как ведущей креативной отрасли Якутии на условиях синергии государства и бизнеса. Таким образом, создание современной инфраструктуры, многогранная и успешная культурная деятельность – это образ жизни Якутии, который определяет перемены в сознании и культурно-духовной сфере. Духовность, культура и творчество влияют на устойчивое развитие общества, в конечном итоге предопределяют в том числе и экономическое процветание. Юбилейная дата республики должна дать отсчет и осмысление геокультурной идентичности народов республики. В свете заявления президента страны о том, что Россия будет прорастать Арктикой, северными территориями, новая геокультурная идентичность Якутии можно продвигать как парадигму развития Арктической республики. Системные предпосылки в этом плане нами созданы. Открыта Международная арктическая школа, плодотворно действует Арктический институт культуры, строится Арктический центр эпоса и искусств. Подготовка к юбилею – это еще и шанс изменить наше отношение к ценностям и исправить наши ошибки. Нет ничего страшнее неуважения к прошлому. И, к сожалению, мы здесь не отличаемся большой заботой о сохранении памятников истории, в том числе и архитектурных. Я считаю, что настоящим позором является состояние двух исторических зданий в столице республики. Я говорю о здании реального училища и мужской прогимназии по улице Ярославского, от которых уже, к сожалению, остались практически одни руины в самом центре нашего города. Такое отношение к культурному наследию просто недостойно. Я поручаю правительству республики уже в 2021 году начать работы по их восстановлению, в том числе с привлечением внебюджетных средств. Также обращаюсь к руководству Якутска с поручением перейти к практической реализации проекта «Старый город-2». В 2019 году состоялся архитектурный конкурс, определена концепция его создания, но пока реальных действий нет. Между тем, жилая застройка наступает, буквально в ближайшие годы ничего исторического в Залаге у нас уже не останется.
Прошу город самым серьезным образом взяться за этот проект. Структуры республики окажут поддержку, чтобы Залог стал визитной карточкой нашего самого старинного на северо-востоке страны города. Столетие должно быть для нас не только вехой пройденного пути, но и стартом нового этапа развития, с новыми стандартами жизненной среды якутян, новым качеством благоустройства, экологии, сферы культуры и досуга в городах и селах. Ориентиром для всего этого должна стать наша столица, центр тяготения всех якутян. На сегодня, на мой взгляд, механизмы поддержки и развития Якутии уже не отвечают требованиям времени. Предлагаю в 2021 году пересмотреть закон о статусе столицы, определив главные составляющие устойчивого развития города как исторического, административного, финансового, образовательного и научного центра Республики Саха-Якутия. Прошу правительство и мэрию города организовать разработку и обсуждение нового законопроекта с участием депутатов Илтумен, городской думы и общественности республики. Также прошу до конца первого квартала разработать и внести на подпись проект указа главы республики о социально-экономическом развитии столицы республики города Якутска с 2022 по 2032 год. За предстоящее десятилетие Якутск должен стать в один ряд с самыми лучшими городами страны по качеству жизни и человеческому капиталу. Свое 400-летие Якутск должен встретить эталонным для северных арктических городов мира качеством пространственного и инфраструктурного развития культурной столицы Арктики. Друзья, в канун юбилея нам надо формировать и наполнять глубокими смыслами новые качества нашего общества. Надо преодолевать негативистские настроения, поиски врагов и виноватых. Надо объединяться вокруг позитивных идей развития республики. На нашей суровой земле на самом деле по-другому нельзя. Только оптимизм, только воля общества к большим целям открывают дорогу вперед, не дают скатываться и отставать от прогресса. Якутия всегда была сильна толерантностью, уважением к традициям и верованиям разных народов. Это наша ценность, залог спокойной, мирной жизни в многонациональной республике. В этом году мы все отметили 150-летие Якутской епархии, еще раз оценив значимость православия в истории прошлого и современной жизни Якутии. В республике есть все условия для духовной жизни представителей всех других конфессий. Сейчас в обществе часто поднимается тема, да и ко мне нередко обращаются люди по вопросам создания общественного центра для сохранения и популяризации духовных ценностей народа Саха. Я поддерживаю эту инициативу, считаю ее важной, своевременной и достойной осуществления. Я прошу Министерство имущества и земельных отношений республики совместно с мэрией Якутска решить вопрос выделения земельного участка под строительство Центра духовно-культурных традиций Саха в городе Якутске в 2021 году. Историческая дата республики может и должна стать объединяющим началом для всех, кто считает Якутию родной. Независимо от возраста, национальности, независимо от того, в каком городе или стране он сегодня проживает. Укрепляя связь с соотечественниками, мы станем еще более открытыми для мира, сможем шире продвигать знания о республике, о наших ценностях. Нам важно с участием якутян, которые живут сейчас в других регионах России, живут за рубежом, но не хотят терять связи с Родиной, налаживать культурные, научные, образовательные контакты по всему миру. Важно идти навстречу соотечественникам, которые готовы делиться своим успешным опытом, передовыми компетенциями и технологиями. Считаю возможным и прошу правительство и Институты развития создать условия для привлечения наших соотечественников в акционерные общества, в стартапы, в новые проекты в качестве независимых директоров, экспертов и бизнес-наставников. Друзья, в наше время расстояния и границы не всегда являются преградой для общения. И если мы еще не достигли миллионной численности жителей Якутии, то мы станем более многочисленными и более сильными, объединяя всех, кто считает себя якутянами. Но много нас или мало, главное – это каждый человек, его жизнь, его благополучие и его успех. Этот год, принесший небывалую угрозу всему миру, показал уязвимость каждого человека и всего нашего общества. Показал ясно и отчетливо, что нет ничего важнее сбережения народа. И именно эта цель должна стать ключевой идеей и критерием всех наших действий. Оплотом и определяющим фактором благополучия жизни
и всех жителей республики, безусловно, должен быть высокий уровень медицины и охраны здоровья людей. Сегодня наши усилия сконцентрированы на первичном звене здравоохранения, самом близком к людям на местах. Несмотря на мобилизацию медицины на борьбу с коронавирусом, работа в этом направлении не прекращается ни на один день. По национальному проекту здоровья в районах республики вводится в этом году 18 фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. Завершается строительство больницы с поликлиникой на 180 посещений Батагая и Верхоянского улуса. Продолжается создание центров амбулаторной онкологической помощи. В 2020 году они открыты в Вилюйске, Алекминске, Покровске и Ленске. По плану развития здравоохранения в промышленных районах в Ленске в этом году открыто сосудистое отделение, закуплен географический комплекс для сосудистого отделения Нерюнгринской центральной районной больницы. Теперь жители Южной Якутии смогут получать высокотехнологичную медицинскую помощь, не выезжая в Якутск или в другие центральные города России. Там же, в Нерюнгре, 28 декабря, после капитального ремонта по программе поддержки развития центров экономического роста Дальнего Востока мы будем открывать детскую поликлинику. В 2020 году в числе первых в стране мы защитили в федеральном центре программу модернизации первичного звена здравоохранения. Финансирование программы на 5 ближайших лет составит почти 13 миллиардов рублей, из которых 90% это федеральные средства. Особое внимание будет уделено, конечно же, районному уровню. Будут построены современные корпуса поликлиник и стационаров 12 центральных районных больниц. Уже в 2021 году необходимо начать строительство больничных комплексов в Чурапче, в Вилюйске, в Итыккёле, в Усьмае и в Хану Момского района. Ведущими учреждениями высокотехнологичной медицинской помощи на Дальнем Востоке станут кардиологические и онкологические центры, которые сейчас по линии федерального бюджета строятся в Якутске. Также поручаю правительству в короткие сроки завершить разработку проектно-сметной документации и начать строительство республиканской клинической и инфекционной больницы на 245 мест с привлечением федеральных средств. Система здравоохранения республики достойно проходит испытания на прочность. Но пандемия остро обнажила и многие проблемы доступности, качества и своевременности оказания медицинских услуг населению. Эти уроки мы должны воспринять со всей ответственностью. Здравоохранение республики должно перетерпеть весьма серьезные, а местами даже радикальные изменения. И я обращаюсь ко всему медицинскому сообществу включиться в эту масштабную работу по апгрейду нашей системы здравоохранения. В основе преобразования должен быть отказ от шаблонного подхода к сохранению здоровья жителей Якутии. Назрела необходимость создания инфраструктуры здравоохранения, которая соответствует нашей уникальной региональной специфике. Человекоориентированность, человекоцентричность должны стать ключевым направлением организации медицинской помощи. На совершенно новый уровень должна выйти система медицинской реабилитации и паллиативной помощи. Необходим и новый акцент на санитарно-эпидемиологическом благополучии якутян. В наступающем году нам предстоит преодолеть последствия пандемии, которая, кроме прямой угрозы физическому здоровью людей, привела ко многим стрессам, напряженности, к разным хроническим заболеваниям. Всем обществом мы должны помочь каждому жителю республики восстановить здоровье, душевное спокойствие, уверенность в завтрашнем дне. Мы должны преодолеть оторванность медицинской науки от практики, расширить применение научных достижений, опыта мировых клинических и научных центров здравоохранения Якутии. В ведущих медицинских учреждениях республики надо создавать персонализированные и диагностические лечебные платформы. На повышение доступности медицинской помощи людям по всей республике должно работать и развитие удаленного мониторинга здоровья и телемедицины. Один из приоритетов – это развитие биотехнологий, включая создание банка биологических материалов. Отдельное направление – подготовка высококвалифицированных кадров в сфере биологических, клеточных технологий в медицине. Перед нами стоит и глобальная задача сохранения, приумножения уникального генофонда народов, проживающих в Якутии. Для этого актуальна генетическая паспортизация якутян, особенности представителей коренных малочисленных народов Севера. Для решения всего комплекса задач в интересах здоровья якутян необходимо четкое определение приоритетов и целевых ориентиров.
Я поручаю правительству в срок до 1 февраля разработать и внести мне на утверждение проект стратегического указа главы республики в сфере здравоохранения Якутии на период до 2025 года. Здравоохранение, медицина является важнейшей частью общей системы охраны здоровья человека. Но сегодня нам необходимы глубокие, коренные преобразования в создании условий для здоровой жизни в республике. Экология, качество среды проживания, условия труда, быта, досуга людей, здоровое питание, отказ от алкоголя, борьба с наркотиками, конечно же, спорт и физическая культура – все это должно работать на то, чтобы с самого рождения и до глубокой старости якутяне были здоровы и счастливы. Личная заинтересованность, бережное отношение к собственному здоровью, к здоровью своих детей должно стать нормой для всех нас. Жизнь показывает, что здесь одними запретами или призывами добиться этого невозможно. Нам надо строить новую культуру, создавая преимущества здоровой жизни для каждого жителя Якутии. Чтобы начать это широкое движение с активным вовлечением всего общества, я объявляю новую стратегическую инициативу республики «Здоровый якутянин, здоровая Якутия». Для ее осуществления необходимо кардинально изменить целеполагание в использовании государственных ресурсов и материальных, и финансовых. Во всех, без исключения, программах и региональных проектах должны быть выделены средства, ориентированные на сбережение здоровья, безопасность, жизненный комфорт каждого якутянина. Для координации новой стратегии объявляю о создании при главе Республики Саха-Якутия Совета по благополучию и здоровой жизни. В состав Совета я включу представителей профессиональных сообществ, ученых, экспертов, общественных лидеров. Дорогие друзья, якутяне, столкнувшись с тяжелейшими рисками и угрозами здоровью людей, мы должны сделать ответственный шаг и начать преобразование в обществе для сохранения и приумножения благополучия якутян. Нет ничего более ценного, чем жизнь человека. Нет ничего важнее, чем забота о человеке. Именно поэтому я объявляю 2021 год в Республике Саха-Якутия годом здоровья. Уважаемые сограждане, события уходящего года заставили нас по-другому взглянуть на многие аспекты жизни, задуматься об истинных ценностях. Совершенно новую значимость приобретает сплоченность и взаимовыручка, умение сопереживать, первостепенной ценностью, от которого напрямую зависит самочувствие и благо каждого человека, становится доверие. Сегодня наша сила в том, чтобы избежали многих самых острых кризисов доверия, которые сейчас испытывает, к сожалению, весь мир. Мы сумели сохранить реальную, а не декларативную веру в светлые идеи. В нашей стране, у нас в Якутии, взаимное доверие было и остается необходимым, востребованным качеством. Доверять товарищу и действовать сообща – это жизненный закон, следуя которому поколения якутян живут на нашей суровой родной земле, сохраняя и развивая ее. Уверен, мы и должны и дальше укреплять это неоценимое наследие наших предков. Открытость, честность, искренность нам надо ценить выше любых богатств. Надо создавать экономику доверия, где репутация становится самой ценной инвестицией. И, конечно, повышать доверие граждан к власти, снимая преграды в коммуникациях, разговаривая с людьми напрямую, честно и открыто. Дорогие друзья, я верю, что мы преодолеем все трудности и небывалые проблемы этого года останутся в прошлом. Верю, что в наступающем году мы вернемся к своей обычной жизни, по-новому оценив простые и такие важные ее стороны – учебу и труд в свободном общении, дружеские встречи, наши праздники. Верю, что время перемен откроет новые горизонты для родной республики, для всей нашей страны. Я говорю сердечное спасибо каждому жителю Якутии за стойкость, за мужество и ответственность, которую вы проявляете каждый день этого крайне непростого года. Искренне желаю вам всем крепкого здоровья, спокойствия и уверенности. С наступающим 2021 годом. Ытыктабыллах бир дойдулахтарым сағам херин күнді жона хергете, саңа үйнер хылға ис сүрәкпеттен бағарабын
әйеха кытанақ дорубияны, жолу хұргуну, улахантан улахан хетихилері. Мақтал.